Не могу понять. В этот вечер, когда из горящего двора спасали сын, сноха и трое внуков, Лизы Булгучевой дома не было. Возгорание произошло в районе 16 часов. В этот момент супруги с детьми находились на заднем дворе. Что послужило причиной ЧП, до сих пор не знают. Проводка газа, котел, ванночный котел безопасно был. Проводка там, в принципе, в гофре была. Пока не знаем. Первыми на помощь прибежали соседи. Со слов очевидцев, буквально за считанные секунды пламя охватило 2 дома и навес. К счастью, в этот момент никого внутри не было. Одна из первых, кто обнаружила возгорание дома Ахильговых, Патима Джандигова. До приезда пожарного караула с родными пытались потушить огонь, но старания были безуспешны. Пламя охватило. Пожарные спасатели прибыли на место в 17 часов. В течение 10 минут удалось локализовать пожар, уже через полчаса ликвидировать. Развитию огня послужила и ветреная погода. Точные причины возгорания еще устанавливаются. А пока есть предварительная версия дознавателей – неосторожное обращение детей с огнем. Первый очаг возгорания был на месте стога сена, возле которого находились малолетние дети. В это время еще дом и навес ничто еще не горело. Первым загорелся сток сена, возле которого находились малолетние дети. От него пожар уже пошел на дом и дальше. Сейчас здесь работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории. Берут пробы для проведения экспертизы. Ее результаты будут известны уже через несколько дней. Также подозрения пали на открытые электропровода над стогом сена. Но, по словам специалистов, они могли послужить причиной только вторичного возгорания. В данном домовладении проводка проложена, я бы сказал, очень хорошо. Вся проводка соответствует регламенту, вся проводка медная, а нету нарушений каких-либо. Но все-таки нам надо 100% причину узнать, из-за этого мы изъяли проводку, будем проводить экспертизу. В общем, что оставило целую семью без крова? Замыкание электропроводки или детская шалость? Еще предстоит выяснить. Однако стоит отметить, своевременная ликвидация огня позволила в какой-то мере спасти домовладение Ахильговых. Надежда восстановить его есть. Потребуется капремонт и сделать новую крышу. Ну а пока его жильцы разделились. Одни ютятся у родственников, другие у соседей. Хозяин дома планирует до зимы отремонтировать хотя бы 2 комнаты и собрать всех вновь в родном доме. Соседи и родственники все как один повторяют. Главное – живы и здоровы. Прошедшие выходные выдались в буквальном смысле горячими для пожарных. 19 октября в полночь в службу МЧС поступила информация о возгорании частного саманного дома в Сунже. В нем проживал мужчина 60 лет. С ним в одном дворе в соседнем доме живут брат с супругой и их 3 детей. На хлопок сбежала вся округа. В этот момент Руслан Акиев находился внутри. Все до сих пор считают настоящим чудом то, что ему удалось выйти целым из огня. Также не пострадал только достроенный дом рядом. В час ночи хлопок случился. Взрыв, хлопок, я не знаю, это был или взрыв это был. Мы прибежали сюда, и здесь уже огонь был. Уже из крыши выбивал огонь, когда мы прибежали. Потому что взорвался этот газовый баллон, и сверху вот эта штука взорвалась. Из крыши она вылетела, и вместе с ней пошел огонь. Страшно было. Причиной несчастного случая на этот раз стала не детская шалость, а взрослая несознательность. Ранее жителю дома отключили газ за неуплату, но предприимчивый гражданин установил газовый баллон внутри дома. Родные признаются, что с того момента не раз предупреждали об опасности, которую он представляет. Ночь возгорания пожарные спасатели первым делом вынесли баллон. Не подоспея они вовремя, пламя могло привести к взрыву цистерны. В этом случае от этого участка и домов остались бы только обугленные руины. В данном случае мы видим, прямо в комнату человек занес и поставил этот самый газовый баллон. Это во-первых. Во-вторых, у него центральный газовый подвод был блокирован газовой службой за, соответственно, неуплату долгов по газу. И человек таким образом как бы нашел выход. В-третьих, подвод уже газовый, сам он должен осуществляться, то есть не должен осуществляться резиновыми шлангами. Вот это часто бывает нарушение такое. Подводят по-быстрому резиновый шланг, там начинается утечка и, соответственно, бывают такие последствия.
Сезон роста бытовых пожаров можно считать открытым. По данным статистики, за последние десятилетия их количество в отопительный сезон составляет 80% от общих. Если же днем солнце еще греет, то вечером температура воздуха значительно снижается. Вот все и торопятся подключить обогреватели, зажечь котлы. Но при этом забывают, что электропроводка часто не выдерживает больших нагрузок. По этой причине сотрудники МЧС призывают жителей республики быть бдительными, соблюдать правила эксплуатации электро- и газовых приборов. Диана Дударова, Майрбек Миржоев, Новости 24.